Всемирный уйгурский конгресс выступил с заявлением, в котором выступил против визита китайского диктатора Си Цзиньпина в Европу, заявив, что углубление отношений Китая с Россией является игнорированием нарушений прав человека, которые Китай совершает с уйгурским обществом. Китайский диктатор Си Цзиньпин совершил 6-дневный визит в Европу, что стало его первым визитом на континент с 2019 года, за исключением визита в Россию в прошлом году. Франция должна поднять вопрос о постоянных нарушениях прав человека, совершаемых китайским режимом в Восточном Туркестане, Тибете и Гонконге, а также по всей Европе, а также о растущем транснациональном давлении со стороны Китая, заявил председатель ДУК Делкон Иса. Иса также заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен публично поднять вопрос о геноциде уйгуров, призвав Си Цзиньпина положить конец продолжающемуся уничтожению народа, чтобы отразить резолюцию, признающую геноцид уйгуров, принятую Национальным собранием. Делегация из 4 человек, состоящая из Всемирного уйгурского конгресса и Уйгурского фонда по правам человека, недавно посетила Малайзию и провела встречи с исламскими и правозащитными организациями. После мероприятия исламские организации Малайзии выступили совместным заявлением, в котором конкретно сообщили, что не забывают уйгурский вопрос и будут держать его в своей повестке дня. Амар Канат, исполнительный директор Всемирного уйгурского конгресса и президент Уйгурского фонда по правам человека, говоря о деятельности в Малайзии, заявил, что его визит в Малайзию с 25 апреля по 1 мая был успешным, подчеркнув: самая большая победа Малайзии была 30 апреля. Исламские организации Малайзии выступили с совместным заявлением о том, что продолжат работу по прекращению геноцида уйгуров. Это лучший ответ Китая на попытку остановить нашу деятельность в Малайзии. США отозвали некоторые лицензии, выданные китайскому технологическому гиганту Huawei на экспорт чипов, что вызвало новый всплеск в технологическом секторе. Министерство торговли США объявило во вторник об отзыве некоторых лицензий, разрешающих поставку чипов китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies. Этот шаг был предпринят администрацией президента США Джо Байдена под давлением Конгресса с целью дальнейшего ограничения Huawei. Конгрессмен-республиканец Элиза Стефаник заявила, что это действие укрепит национальную безопасность США, защитит американское творчество и снизит способность коммунистического Китая развивать свои технологии. Утверждала, что произошла массовая утечка данных, нацеленная на личную информацию сотрудников Министерства обороны Великобритании, включая их банковские счета. Было отмечено, что предполагаемая попытка взлома была направлена на систему начисления заработной платы, в которой содержался список текущего обслуживающего персонала и некоторых ветеранов. Была предпринята попытка получить заработную плату, подлежащую зачислению персоналу. Китай обвиняется в 2 или 3 попытках взлома данных сотрудников Министерства обороны Великобритании. Атаки продолжаются и на новом фронте, который Израиль открыл в результате конфликта в Газе. Израильская армия, принявшая решение о наступлении на Рафах, последнее убежище палестинского народа, оккупировала приграничную зону более чем на 24 часа. Министерство здравоохранения Газа объявило, что 54 палестинца были убиты, а 96 ранены в результате нападений Израиля на город за последние 24 часа. К востоку от Рафаха происходят ожесточенные столкновения между израильскими войсками и палестинскими группировками. В Аргентине, южноамериканской стране с высокой инфляцией, в обращение были введены первые банкноты номиналом 11 тысяч песо на сумму $10.